Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, чем обернулась сделка по продаже охлащенного пистолета на улице Назиба Жиганова. При себе имеется запрещенная вещь в гражданском обороте. Покажем, чем привлекла внимание компания подростков на улице Серова. Передаю привет родителям. Элина, привет. Это девушка? Алина. Да. И как один маневр спровоцировал крупную аварию и временно парализовал движение на Горьковском шоссе. Я успела просто отойти, меня к отбойнику зажала машиной. Об этом и не только. Прямо сейчас. Подозрительное вещество и охлащенный списанный пистолет изъяли автоинспектору 22-летнего парня на улице Назиба Жиганова. По предварительным данным, туда молодой человек приехал, чтобы продать водителю «Лады Веста» оружие. Но сделке помешали полицейские. Что нашли в карманах у продавца, расскажет Нафиса Минязова. Приобретал у него, а он, оказывается, был в кармане, у него, оказывается, что-то нашли. Все началось с желания мужчины купить оружие. Рассказал, что нашел на доске объявления запись о продаже охлащенного списанного пистолета. А тогда же позвонил продавцу и договорился о встрече на улице Назиба Жиганова. Ничего противозаконного, уверяет, не делал. Это охлащенный, да, его законный, можно, главное, трезвым быть и все. И документы, чтобы были у тебя на руках. А что собирались делать? Просто стрелять. Не в людей? Нет, он просто как пугач. Оружие приобрел за 8500 рублей и даже успел получить документы на руки. Но во время сделки к машине подошли автоинспекторы. Их внимание привлек автомобиль, который стоял возле лесопосадки. Сначала люди в форме задержали обоих, однако после выяснения всех обстоятельств пассажира «Ладой» заковали в наручники. Оказалось, что у него при себе имелись запрещенные вещества. Молодой человек, за что вас задержали? Изначально мужчина был немногословен. Ситуация изменилась во время досмотра. При себе имеется запрещенная вещь в гражданском обороте. Да. Что именно? Разъясните, пожалуйста, пункты. Наркотическое вещество. Что именно? Мефедрон, кокаин, экстази. Мефедрон, кокаин, экстази, правильно? Да. Досмотр подтвердил его слова. Это таблетка. Смотрите. Это сверток. Это у нас тамкообразное вещество. Молодой человек стал уверять полицейских, что распространением наркотиков не занимается и хранил их только для личного потребления. Проходить медосвидетельствование на наличие в его крови запрещенных веществ он отказался, а после досмотра задержанный обратился к своему покупателю, чтобы тот связался с его возлюбленной. Она ответит, пишите, пожалуйста. Какую ответственность понесет мужчина, станет известно после экспертизы. Пистолет был также временно изъят. Не исключено, что впоследствии его вернут уже новому владельцу. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, «Вызов 112». 7 подростков заподозрили в угоне и краже этой ночью на улице Серова. В полицию обратилась местная жительница. Женщина заявила, что молодые люди обыскивают машину, которая, судя по всему, им не принадлежит. Прибывшие стражи порядка еще долго пытались восстановить полную картину произошедшего, так как менялись показания несовершеннолетних. В истории разбиралась Алия Хайруддинова. Домой пришли. И что говорят? Якобы машину угнали. Разбудив пенсионера, полицейские привели его к предполагаемому месту преступления. В дежурную часть поступил звонок от местной жительницы, которая сообщила о подозрительном поведении подростков на улице Серова. Молодые люди залезли в автомобиль «Нива» и вели себя довольно вызывающе. Прибывшие на место стражи порядка задержали подростков. Такого они не ждали и были явно удивлены. Удивлен был и хозяин автомобиля. Мужчина не понимал, как его машина оказалась в Казани. В последний раз он ее видел за пределами города. Она в Туре должна была быть. Там дочка живет. Машина стояла там, в Туре. Дочь мужчины также не понимала, как внедорожник оказался в столице республики. Тогда и появились подозрения, что машину угнали. Подростки же свою причастность к угону отрицали и в своих действиях ничего криминального не видели. Мы пытались аккумулятор поменять, чтобы песню включить. Говорят, там что багажник, аккумулятор скрыли ее, еще говорят. И говорят, что мы рассекали на дне, хотя мы только подошли, и мы сидели просто в машине спокойно. Версии подростков разнились. Изначально они заявляли, что автомобиль принадлежит матери их знакомого, который сейчас находится не в городе и вообще не знает о приключениях своих товарищей. Но потом молодые люди говорили, что этот же знакомый находился вместе с ними. Он уехал, он живет там, он сюда приезжает просто гулять. Вот. А потом домой уезжает с мамой. Сначала молодые люди попытались связаться со своими родителями, но, увидев нашу съемочную группу, их настроение явно улучшилось. Передаю привет родителям. Элина, привет. Это девушка твоя? Алина, да, во сколько будет смотреть? Во сколько будет показать? В хорошем расположении духа всех задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Степень вины каждого еще только предстоит установить. Алия Хайруддинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, «Вызов 112».
Двухлетняя девочка и ее мать пострадали в результате крупной аварии на Горьковском шоссе. Там Volkswagen-транспортер протаранил Nissan Note, который стоял с аварийным знаком на краю проезжей части. После тарана микроавтобус вылетел в отбойник и получил удар сзади от Cherry Tiggo. Из-за аварии движение в сторону города было временно парализовано. Все подробности в материале Айгуль Бадрудиновой. Их увезли на скорую, я не знаю. Сразу после произошедшего двухлетнюю девочку вместе с бабушкой госпитализировали. Пострадала и мать ребенка, но от госпитализации она отказалась. У меня машина заглохла. Стояли, крепили машину на... Я сидела перед машиной. Я просто подняла голову посмотреть на ребенка. В этот момент вижу, микроавтобус летит, не останавливаюсь. Я успела просто отойти. Меня к отбойнику зажало машиной. Микроавтобус снес стоящую легковушку, после чего вылетел в отбойник. Он и удержал его от выезда на полосу встречного движения. Затем Volkswagen сам стал жертвой тарана. В немецкий автомобиль въехала Cherry Tiggo. Девушка, управлявшая китайской иномаркой, не успела среагировать и не смогла рассказать свою версию события. Кто виноват? Нет, я не считаю, я не могу вам сказать, кто виноват. Кроссовер после столкновения задымился. Водители вооружились огнетушителями и не допустили возгорания. Предполагаемый же виновник происшествия был немногословен. Не посмотрел просто в сторону, потом увидел машину. Но другим участникам ДТП он рассказал, что отвлекся на телефон. Впрочем, такие объяснения от ответственности не спасут. Степень его вины выяснится позднее. Известно, что двухлетняя девочка получила сотрясение головного мозга, а ее мать ушиб бедра. Бабушка отделалась испугом. Айгуль Бадрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Opel Astra и Nissan Qashqai столкнулись на улице Амирхана. По предварительной версии, оба автомобиля двигались по автобусной полосе. В какой-то момент кроссовер стал перестраиваться через сплошную линию налево, а затем передумал и вновь решил перестроиться на полосу, предназначенную для общественного транспорта. В итоге такой маневр привел к аварии. Пострадавших нет. Водитель с признаками алкогольного опьянения протаранил две иномарки на улице Тетцевская. Основной удар пришелся в Nissan, которого по инерции отбросило на Hyundai. Обе иномарки стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора. Пострадавших нет. Все подробности в репортаже Рамиля Шайдуллина. Мы стояли, вот красный горит, мы ждали зеленый. И... Разрешающего сигнала светофора водитель такси так и не дождался, как и спокойного окончания смены. В планах мужчины до аварии было загнать машину на базу. Закончил работу. Машину сдаваться я. Этим планом помешал водитель «Шевроле Нива». Иномарка на высокой скорости протаранила Nissan Альмера, которую в свою очередь отбросила на Hyundai. Состояние предполагаемого виновника аварии сразу вызвало подозрение у других участников ДТП. Пьяный, скорее всего, пьяный. А у него запах исходил, или он себя вел так как-то неадекватно? Вел неадекватно. Как предположили водители, вероятный виновник происшествия в этот день уже попадал в ДТП. Об этом говорили характерные повреждения его автомобиля. Сам же мужчина еле стоял на ногах и разговаривать на понятном всем языке уже не мог. Видимо, заплетался язык. На камеру также комментировать ничего не стал и попытался скрыться от излишнего внимания. Как авария произошла? Скажите, пожалуйста. А вы сегодня выпивали? Мужчина. В аварии никто не пострадал. Автомобиль такси смог покинуть место происшествия лишь с помощью эвакуатора. Такая же участь постигла и «Шевроле». Только в этом случае иномарка отправилась на штрафстоянку. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Помимо лишения водительского удостоверения, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Рамиль Шайдуллин, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Крупный затор образовался на улице Гаврилова после лобового столкновения двух автомобилей. По предварительной версии, водитель Kia Sportage начал разворот в неположенном месте, после чего в него въехала Volvo с полосы встречного движения. Почему водитель корейской иномарки пошел на такой маневр, выяснила Анна Городнова. Машина пошла на разворот, я в левой полосе ехал. Водитель «Вольво» рассказал, ехал по улице Гаврилова в сторону стадиона «Казань-Арена». Скорость не превышал. Подъехав к регулируемому пешеходному переходу, не стал сбавлять газ, так как ему горел зеленый. Уже на зебре с полосы встречного движения начала разворачиваться Kia Sportage. Она просто поперек двух полос до меня встала, я как бы тормозанул. Иномарки сошлись в лобовом столкновении. От удара обе машины отбросило в разные стороны. По предварительной версии, водитель Kia, начиная разворот, попросту не рассчитал скорость Volvo. Говорить на камеру о происшествиях предполагаемый виновник аварии не стал. Просто объясните, как произошло. Участники ДТП в происшествии не пострадали. Чего не скажешь об их автомобилях. Kia потеряла возможность двигаться своим ходом. Восстанавливать же ее владельцу, скорее всего, придется за свой счет. Анна Городнова, Ленар Гинатуллин, Константин Бушуев. Вызов 112.
Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.